Приветствую вас, дорогие телезрители. В эфире «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях Сапралиева Зайнаб Османовна, врач-инфекционист, доцент кафедры факультетской терапии Ингушского госуниверситета. Приветствую в студии нашей программы. Доброго вам здоровья. Итак, сегодня у нас тема коронавирус. Сегодня говорим о заболевании, самом, что известно нам о нем, и о мерах предосторожности. Если вы заметили, сегодня мы без масок, хотя призываем наше население обязательно носить маски, чтобы предостеречь себя от заражения. Просто между нами и моим гостем Зайнаб Османовной сегодня больше 2 метров. 3 метра так точно есть. Да, мы соблюли интервальную дистанцию. Да, вот социальную дистанцию мы сегодня соблюли. Итак, Зайнаб Османовна, очень многие вирусологи сравнивают пандемию коронавируса с эпидемией испанки. Вот насколько это рационально и можно ли их сравнивать? Конечно, сегодня сложно кого-то удивить тезисом о актуальности коронавирусной инфекции. Тем не менее, хотелось бы сказать и подчеркнуть, действительно это так. Коронавирусная инфекция явилась вызовом для всего человечества. Это проверка всех нас на человечность в том числе, и проверка всех служб и инстанций на готовность, в том числе и к чрезвычайным ситуациям. Хотелось бы, пользуясь случаем, отметить, что во многих вопросах действительно организационные моменты хорошо слаженно работает, есть схемы маршрутизации, есть алгоритмы действий при выявленных случаях заболеваний. И, конечно, сейчас сложно кого-то удивить, насколько обсуждаются вопросы профилактики распространения коронавирусной инфекции. По поводу вами заданного вопроса, когда действительно сравнивать коронавирусную инфекцию, которая протекает в нынешнее время, она называется пандемия, которая объявлена 11 марта 2020 года ВОЗом. И, значит, пандемия прошедшая, она протекала в 1918-1919 года. В каких-то вопросах актуально, в каких-то вопросах это будет сейчас делать невозможно. Сейчас уточню, с чем это связано. Та инфекция, которая протекала в 1918-1919 годах, имеются только оценочные, ретроспективные данные экспертов, поэтому немножко сложно будет. Связано это с тем, что в то время, когда протекала та пандемия, еще не был даже известен сам вирус. Вирус был открыт только в 1933 году, а заболевание протекало, поэтому в 2018 году. Поэтому есть только данные анализа ретроспективного. Теперь еще в чем сложность? В том, что нынешняя пандемия, будем надеяться, что она хотя бы в разгаре, но не завершена. Поэтому, конечно, такой анализ провести и сравнить невозможно. Но в некоторых частях вполне актуально и возможно сравнить. И та, и эта эпидемия по характеру распространения приобрела характер пандемии действительно. Как обозначено самим термином, на сегодняшний день на всех континентах, 7 континентах планеты имеются зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции, и в то былое время тоже почти вся планета переболела. И та, и эта пандемия были вызваны вирусами. Вирусами еще вдобавок надо уточнить, что и тот вирус, и этот вирус были мутантные штаммы вирусов. Мутантные штаммы, хотела бы пояснить для восприятия, это видоизмененный штамм, и особенностью заболевания, вызванного этим штаммом, является то, что у населения нет так называемого коллективного иммунитета или естественного проэпидемичивания. Для всего населения это является новоявленным вирусом, и в связи с этим высокая заболеваемость, вот если взять, сейчас мы можем точно судить по экспертным данным центра CDC, в пандемию, которая была испанка, грипп, переболела 1/3 населения. Это почти 500 000 людей, исходя из того, что на то время численность населения была 1 700 000 000 человек. Да. И летальность из этих по расчетным данным от 20 до 100 миллионов человек летальность была. К сожалению, конечно, на такое распространение заболевания и исход большое влияние оказывает и социально-экономическая ситуация в то время, когда это происходит, уровень развития здравоохранения и масса других вещей. Ну, тогда, наверное, противостоять население не могло этому заболеванию, конечно, не было, наверное, столь эффективных лекарств. Да.
Получается, пандемия была в 18-19 года, а вирус был открыт только в 1933 году. Просто хорошо, что тогда умные люди сохранили образцы сыворотки, потом уже, когда были диагностические тесты, было подтверждено и проведена такая колоссальная работа проведена, и вот оценочные данные есть. Зайнаб Усмановна, вот с тех пор испанка, этот грипп, он фиксировался в последующие годы. Почему я это говорю? Сейчас говорят, что коронавирусная инфекция может остаться с человечеством, и в последующем по сезону вновь могут быть вспышки. Вот испанка, она осталась? Конечно, в то время грипп, который назывался испанка, он был вызван штаммом вируса гриппа типа А, который обозначался как H1N1. И вот в нашу бытность, мы помним, в феврале 2009 года тоже была ВОЗом объявлена пандемия, тоже гриппом, вызванным этим штаммом, но вот он уже назывался свиным гриппом. Если позволите, хотела бы некоторые вещи уточнить. Значит, вирусы-то они никуда не деваются. Для всех инфекционных заболеваний есть такая характерная черта, которая называется особенность, которая называется периодичность заболевания. Вот сейчас все живущие люди, допустим, или мы, которые жили в 2009 году, мы, кто переболел клинически манифестной формой, кто переболел просто бессимптомной формой, и получилось, как-то население получило такой так называемый коллективный иммунитет. В связи с тем, что заболевание может существовать, только обязательным необходимым условием является то, что должен быть источник инфекции. В данном случае это только человек больной. Данная инфекция, должен быть механизм передачи и тот человек, который может заболеть. И вот когда случается такая ситуация, что все кто могли, переболели или манифестными, или бессимптомными формами, произошло это естественное проэпидемичивание, тогда получается некому заболеть, и как-то вирус в природе остается. Допустим, по гриппу H1N1 природным резервуаром там являются свиньи, которые могут болеть и своим гриппом и человеческим гриппом. Теперь все-таки, наверное, нас всех и наших телезрителей больше интересует вопрос коронавирусной инфекции. Природным резервуаром коронавирусной инфекции, всех их я дальше обозначу, сколько чего там, природным резервуаром являются рукокрылые, или как мы привыкли их называть, летучие мыши. И теперь, конечно, сейчас это попало в среду человеческую, сейчас мы благополучно с помощью Всевышнего это все преодолеем, но вирус останется в природе и пройдет каких-то 20, 30, возможно, 40 лет, я не знаю, когда родится уже новое поколение, которое не имело контакта с данным вирусом, будет возможность, к сожалению, что вновь может быть вспышка. В последующие годы есть ли вероятность того, что коронавирус, он станет, даже если он останется, он будет в более мягкой форме проходить? Да, такие наблюдения имеются. В отличие, кстати, от гриппа H1N1, который, кстати, многократно по-разному обзывался, у него очень высокая мутационная изменчивость. По данному вирусу, сейчас, по крайней мере, мы сейчас ограниченные данные научные имеются, он такой высокой мутационной изменчивостью не обладает. Это раз, это хорошо для того, чтобы повторных случаев, потом вспышка, она будет следующая, более отдаленный раз. И второе, это хорошо с тех позиций, что легче создать вакцину. Коронавирус, он более контагиозный, чем другие вирусы. О чем это говорит? Тогда мне, наверное, придется несколько слов все-таки сказать пояснительно, что такое коронавирус, откуда он взялся. Значит, естественно, мы имеем только научные данные с тех пор, когда они открыты. Гипотетически, наверное, точно, и вирусы, и люди существовали еще более ранний период. Впервые коронавирус был открыт в 1937 году. Всего на сегодняшний день имеется 40 серовидов коронавирус, который вызывает коронавирусную инфекцию. Но для человека патогенны только 7. Теперь смотрите, первые 4, про которых существование, про которых мы и как-то не задумывались, ни специалистам это было и не интересно. Они вызывают так называемую сезонную коронавирусную инфекцию. Теперь обратите внимание, которая характеризуется доброкачественным течением, спонтанным выздоровлением и сформированием протективного иммунитета, продолжительность которого она досконально в связи
с тем, что не представляло особого интереса для научного сообщества, не изучено, но пожизненного иммунитета нет. И, возможно, вот мы с вами тоже многократно за свою жизнь вот переболевали, как обычно простудное заболевание. Еще хотелось бы обратить вот удельный вес в структуре ОРВИ, так называемых коронавирусной инфекции, от 10 до 15%. Не так уж мало. Ежегодно регистрируемая заболеваемость, это по данным ВОЗ, тут моих личных данных и нет. Человечество столкнулось, начиная с 21 века, в 2002 году, вы, наверное, знакомы с тем, что была эпидемия, тоже вызванная коронавирусом, который назывался SARS. Вызывал он, значит, тяжелый острый респираторный синдром. Первые случаи были зарегистрированы, и эпидемия объявлена, потом и ликвидирована в пределах Китая. Характеризовалась тем, что были случаи обычной респираторной вирусной инфекции, которые часто завершались развитием остро-респираторного дистресс-синдрома или атипичной пневмонии, которые, к сожалению, плохо поддавались традиционной терапии, и летальность была в пределах 9%. Второй вызов человечеству был предъявлен природой. Это в 2012 году в Саудовской Аравии были зарегистрированы случаи, вызванные вирусом, который тоже относится к коронавирусам. Назван он был МЕРС-вирус. Он обуславливает ближневосточный респираторный синдром, тоже с поражением, преимущественным поражением тяжелым дыхательного тракта, это вот легких, это пневмония и острый респираторный дистресс-синдром. Но тут летальность была по разным данным от 30 до 40%. Но, к счастью, в первом случае заболевших и кто был вовлечен в эту эпидемию, было только 10 тысяч человек, во втором случае 2500 человек. Как-то потом человечество успокоилось, и вот очередной вызов. Это была объявлена эпидемия 31 декабря в Китае, но уже по размаху пришлось ВОЗу объявить 11 марта пандемию коронавирусной инфекции. Теперь еще какие же особенности имеет коронавирусная инфекция? Она склонна к быстрому эпидемическому распространению. Это связано не столько с особенностями вируса, это связано с особенностями или издержки цивилизации. Мы сейчас имеем большие миграционные, перемещение, миграции у нас сейчас, средства передвижения. Если в 2018 году скорость распространения, скорее всего, наверное, это была скорость РБ, пока сел, доехал до куда-то, сейчас за 2 часа можно с Москвы сюда долететь. Значит, вот этот показатель, он зависит от эпидемического распространения по всему миру, и даже там показан пояс распространения, это вот где наиболее выраженные миграционные потоки, и в большинстве случаев это воздушный транспорт. Вторая особенность данной пандемии заключается в том, что в возрастной группе 65+, могут быть, это не обязательно, чтобы сейчас не было страшно всем, могут быть тяжелые течения заболевания, которые могут осложняться. Одно из осложнений может быть, это значит, и, наверное, это даже естественное течение заболевания, которое утяжеляется за счет присоединения специфической вирусной пневмонии, которая, к сожалению, протекает тяжело, и связано это с тем, что если обычную банальную пневмонию, она в большинстве случаев, 90 и более процентов случаев, это бывают бактериальные инфекции, и мы имеем большой мощный арсенал в виде антибиотиков. Тут, к сожалению, мы должны полагаться на то, чтобы сам организм вылечился, и мы должны оказывать только уровень оказываемой помощи, это патогенетическая, которая мы помогаем организму вылечиться, и симптоматическая. Еще особенность, помимо специфической пневмонии, данная инфекция характеризуется тем, что у кого есть сопутствующий, это называется коморбидный фон, когда есть множество других заболеваний и для других особенностей макроорганизма могут быть осложнения специфические. Это развитие ДВО-синдрома, тогда организм будет иметь возможность, склонность к тромбообразованию. К сожалению, тогда может быть и тромбоэмболия легочной артерии, и инфаркт миокарда, и инсульт может быть. Теперь инфекционно-токсический шок возможен. Возможно, острая дыхательная недостаточность, которая чаще развивается, и возможно развитие сердечно-сосудистой недостаточности. Помимо возраста указанного, то также в группе риска по утяжелению течения заболевания находятся
Возможно, могут быть. Это значит люди, у которых есть сопутствующие заболевания, которые иммунокомпрометированы. Это сопутствующие заболевания, если есть респираторного тракта, хронические какие-то патологии, если есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Это может быть сахарный диабет, который так широко распространен в человеческой популяции. Это могут быть приобретенные и в редких случаях, в связи с тем, что патология редко встречается, это врожденные иммунодефицитные состояния. Что положительного в данной пандемии? То, что если, вот, допустим, тот же свиной грипп, который был обозначен как пандемия в 2009 году, ожидалось, что будет катастрофическое течение, он характеризовался тем, что наиболее тяжело болели дети до 6 месяцев. Летальность в этой группе была очень высокая, приближена по некоторым литературным данным и к 90%. И большинство из которых пострадали с летальным исходом, это были беременные женщины в 3-м триместре, вот, что связано было с легочной недостаточностью, с особенностью их вот, на тот момент физиологического состояния. И в Италии умирает очень много людей каждый день. Там действительно пандемия набирает огромные масштабы, точно так же, как и в США. Тела в обязательном порядке говорят, что кремируют. Это вот что об этом известно? Теперь по поводу того, во-первых, наверное, всех интересует вопрос, почему же такой благополучной Италии, где все хорошо. Действительно, я там была, там очень хорошо все это. У меня там и родственники живут, и в Америке, которая позиционирует, и действительно сложно ее в чем-то обвинить в системе здравоохранения и так далее. Это все имеет свое обоснование. В Италии надо понимать, в связи с тем, что там долгие времена люди жили хорошо и благополучно, у них очень большой процент так называемого населения пожилого возраста. Их 30 и более процентов. У них летальность связана вот с демографической особенностью. Умирают, теперь смотрите, тоже проведен, насколько это возможно на сегодняшний день. Это частичный только анализ, может быть, в связи с тем, что все в процессе идет. Теперь, если проанализировать даже в возрасте 80+, получается, значит, из тех, кто заболели, из них 85% выживают, но 15%, к сожалению, погибают. И погибают они не из-за коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция явилась триггерным механизмом, вот, которая приводит и к тромбоэмболии легочной артерии, и к тромбозу сердечных этих сосудов, и ишемии мозга. Ну, возбудителем сопутствующих, да? Ну, возбудитель является триггерным механизмом. Возможно, если этого не было бы по какой-то другой причине, они и умерли были позже, не знаю, тут мне судить сложно, это тайна Всевышнего. Так, Тина Посмановна, вот говорят, что некоторые врачи советуют прививаться от пневмококка, чтобы снизить риск пневмонии в качестве осложнения. Вот как вы думаете, это рационально? Значит, прививкам вообще надо отдать должное. Они имеют большое профилактическое значение. Сложно вот это недооценить. Но, тем не менее, здесь я вынуждена акцентировать. Во-первых, пневмококковая вакцина, их там несколько вариантов представлено. Они все очень высокоактивные вакцины. Но они защищают не только от пневмонии, но только от пневмонии, вызванной пневмококком, раз, и они защищают от пневмококковой инфекции в целом. Это может быть не обязательно пневмония, это может быть и фарингит, и ларингит, это может быть чаще бывает и отит, и синусит, и многое другое. От данной патологии, которая обусловлена вот коронавирусом, это вирусная пневмония, к сожалению, это мало чем поможет. Это раз. И второе, надо понять, если мы сегодня сделаем вакцинацию против пневмококковой инфекции, на то, чтобы организм наш иммунно ответил, это должно быть, значит, ознакомление, потом иммунный ответ, и полноценный иммунный ответ формируется в пределах от 3 до 4 недель. Поэтому как-то сейчас напрягать учреждения медицинские тем, чтобы искать себе, где сделать противопневмококковую вакцину, на мой взгляд, по крайней мере, бессмысленно. Лучше переждать период дома. И, кстати, пневмококковая вакцина, она показана, у нее имеются определенные показания. С 2014 года она официально введена в национальный календарь
профилактических прививок, и она вводится детям и еще, значит, в группе риска. Если вы не в группе риска, в остальное время по желанию можно, конечно, но надо взвесить, насколько это надо, не надо. Зайнап Усманова, интересно ваше мнение, когда была вспышка коронавируса в Китае, и весь мир начал проявлять какие-то националистические проявления, в частности, в европейских странах по отношению к представителям китайской национальности. И причина была в том, что и прошлое, 2009 года, вирусная инфекция, она распространилась из Китая, и в этот раз, опять-таки, Китай стал очагом распространения коронавируса. Почему именно в Китае происходят все эти вещи? Это связано с тем, что там специфичную еду употребляют? Вот в чем причина, как вы думаете? Ну, я, конечно, только свое мнение могу тут иметь. Попозже будут уже научные данные. Первое, которое протекало в 2002 году, это была эпидемия. Они сумели ее на этом уровне загасить, распространения по миру не было. Там причиной того, что, значит, у них есть специфические такие гастрономические особенности. Они, в принципе, все, что двигается, ползает, летает, они все имеют привычку употреблять пищу. И вот та инфекция была обусловлена тем, что вот летучие мыши заразили, там есть млекопитающие цветы, мясо которых они употребляют в пищу, и у них есть свои такие гастрономические особенности, недостаточная термическая обработка. Вот. Тут надо учитывать, что вирус-то по сравнению с другими вирусами устойчивый, он относительно неустойчив. Он высоко чувствителен ко всем, относительно, по крайней мере, чувствителен ко всем известным физическим и химическим факторам, которые используются в качестве дезинфектов. Допустим, чтобы было понятнее, рассмотрим температуру 100 градусов. При воздействии температуры 100 градусов вирус через минуту теряет инфекциозность. И в прошлый раз, в 2002 году, как вы отметили, Китай успешно справился с пандемией. И в этом году они уже вышли из карантина, они уже начали работать, справились с этим заболеванием, несмотря на то, что вспышка там была очень серьезная, людей было очень много, и погибших, и заболевших. И учитывая плотность населения Китая, это довольно-таки губительно для них могло быть, но они справились с этим. Это, вероятнее всего, по моему мнению, насколько я могу его высказывать, это, наверное, имеет значение их дисциплинированность тоже. Конечно, и медицинское воздействие, понятно. Однозначно. Да, вы знаете, скорее всего, даже не скорее всего, а точно, не столько там даже медицинское воздействие, а вот беспрецедентные противоэпидемические мероприятия, как мы вот видели, и было это показано всему миру, были приняты. И, естественно, они имели успех. Мы с вами вначале обозначили, чтобы заболевание распространяло и вообще имелось, вот данное заболевание, должен быть источник инфекции. Это человек, который в любой форме переболевает, механизм передачи и восприимчивый организм. Если воздействовать на эти три звена, получится, дальше не будет распространения. Конечно, там тоже только вот в возрасте умирали люди, и у которых есть множество сопутствующей патологии, вот как-то так. Зайнап Усманова, еще хочется отметить тот факт, что в США недавно была информация, что в Чикаго умер ребенок, младенец умер. Также в Италии на аппарате ИВЛ находится очень много молодежи, в том числе молодых людей до 30 лет, до 40 лет. То есть воздействие болезни оказывает не только на людей пожилого возраста, но и средних лет тоже. Стоит себя, наверное, предостеречь, да? Конечно, мы сказали преимущественно, это группой риска является. Мы не сказали, что это исключительно для них опасно, для их жизни. Любой человек, я знаю, вот могу вам для примера привести, есть такое заболевание столбняк, безопасная царапина может привести к летальному исходу. А царапин у нас с вами было миллион раз, это все случается один раз, поэтому эта беспечность, она всегда к чему-то приводит. Однозначно, вот мы видим на примере Италии, они же тоже вначале даже на правительственном уровне ко всему этому относились не так серьезно, но потом, поняв как-то, вот уже приняты меры, но все равно. Конечно, в группе риска преимущественно эта группа, а так у любого человека. Тут, понимаете, есть много таинств, загадок природы. Вот этот же вирус вызывает пневмонию и так далее. Специальные рецепторы, которые имеются в легочной ткани, они есть, больше их имеется у людей возрастных. Но есть некоторые люди, которые наследственно, и у них они могут быть и в младенческом возрасте. Для всех таких людей, кому не опасно, это нет.
Давайте поговорим об укреплении иммунитета, так как говорят, что если крепкий иммунитет, то коронавирус может протекать в более легкой форме. Сегодня и аптечная сфера, и фармацевтическая предлагают огромный набор средств для укрепления иммунитета, народных средств и рецептов очень много. Что бы вы посоветовали нашему населению для укрепления иммунитета? Ну, во-первых, пользуясь случаем, не только по коронавирусной инфекции, вообще хотела сказать, таких людей, у которых есть иммунитет против какой-либо инфекции, за исключением специфического на свете нету. Специфический иммунитет может быть только в двух случаях. Или если вы имели контакт с данной инфекцией, переболели, вылечились, у вас есть специфический иммунитет. И вторая ситуация, если вы вакцинировались. Теперь в остальных случаях, какой бы силы вы ни были, физической, моральной, материальной, социальный статус, это, к сожалению, тут никакого значения не имеет. Хотелось бы подчеркнуть и как-то вот, пользуясь случаем, сказать, что вот то, что позиционируется у нас в аптеке 2/3, как иммуностимуляторы, модуляторы и так далее, к сожалению, это препараты, которые не соответствуют, исключительно не соответствуют принципам доказательной медицины. Это чистой воды развод, и просила бы я население вот на этом не вестись. А вот реально, чем можно помочь, могу сказать. Для того, чтобы справиться с данной инфекцией, вообще несложно. Если вы уж заболели, естественно, вами займутся компетентные органы, но чтобы не случилось заболевание или воспользоваться случаем по всей группе респираторных инфекций, большое значение имеет так называемый местный иммунитет. Местный иммунитет – это который представлен, это значит, вирус в организм поступает, может проникнуть через неповрежденные слизистые оболочки. И там имеется масса защитных факторов. Для того, чтобы эти защитные факторы работали, сейчас вы увидите, насколько это просто сделать в своей жизни. Должны быть в жизни, где вы живете, оптимальные параметры воздуха. Это температура 18-22, 18 предпочтительнее, когда вы болеете, чем 22. Вам будет казаться прохладно, это действительно мы привыкли к более высоким температурам. Это не значит, что мы должны мерзнуть. Если вам холодно, вы должны одеться. Надо понимать, что только при такой температуре у нас может достаточно работать местный иммунитет. Сейчас это сопряжено со вторым фактором. Это влажность воздуха. Влажность воздуха, вот когда у нас 30 температура, сделать оптимальную влажность воздуха, это 40-60%. 60, конечно, лучше, чем 40. Теперь смотрите, если нету этой влажности, у нас респираторный тракт выслан эпителием, в том числе там части находятся так называемые ресничатые эпители, с функцией которого вот, механически выметать все, выводить на поверхность слизистой секреторный иммуноглобулин, лизоцим и масса других защитных факторов. Сейчас не буду пугать зрителей различными научными названиями. Вот представляете, как просто. Значит, температура воздуха оптимальная 18-22. Мы сказали, если болеете, даже 16 считается предпочтительнее. Единственное, хотела бы сейчас погасить негатив. Это не мои данные, это миллиарды исследований, это официальные данные экспертов ВОЗ. Второй фактор – достаточная гидратация. Достаточная гидратация необходима для того, чтобы секретируемую вот часть этой слизи, если у нас постоянно будет в достаточном количестве, во-первых. Во-вторых, там должно быть, если нет секреции, у вас нет достаточной гидратированности организма, у вас не будет достаточной секреции этой слизи, и туда с этой слизью выходят в том числе и те же защитные факторы. Вот в чем функция того секреторного иммуноглобулина А? Если его достаточно, он закрывает клетки респираторного тракта, и тогда закрыт рецептор, куда может прикрепиться вирус. В период, когда мы болеем, мы на опыте своем можем сказать, что аппетит бывает снижен. Это специально сделано Всевышним, это перестраивается метаболический процесс в организме. Сейчас все настроено не на то, чтобы съедать и переваривать, что мы едим и так далее, на другие это. Сейчас цель организма – это вылечить человека. И изменяется метаболизм, снижается аппетит, все настроено на то, чтобы был синтез антител, синтез специфических факторов, которые помогают вылечиться от вирусной инфекции. Теперь следующий фактор по поводу температуры, наверное.
Температурой почему-то так и население, и даже медицинское сообщество активно борется. Надо понимать, что температура тоже это Божья благодать. Только при температуре, вот если человек заболел и активно есть размножение возбудителя, в том числе мы сейчас в конкретности говорим про вирусную инфекцию, репликативная активность вируса при температуре 36,6, если мы собьем, конечно, мы создадим иллюзию, что мы сделали легче, нам легче на него смотреть и как-то это, но репликативная активность вируса намного выше будет, раз. Второе, у нас ухудшится микроциркуляция, два. Третье, ухудшится синтез специфических защитных факторов, это как интерферон и специфические антитела. Какую температуру следует сбить, а вот какую лучше оставить? Значит, тоже по данным ВОЗ, такой температуры, вот как фиксированно говорят, 38,5-38 там нету. Если плохо человеку, надо ориентироваться не по результатам из аппаратуры, которая показывает вот, температуру тела, а по самочувствию болеющего. У меня часто бывает на приеме дети, у которых 40 температура, они бегают, играются, вокруг носятся, я ставлю градусник, или у меня тоже есть дистанционный термометр, пока маму спрашиваю, как вы думаете? Ну, когда она видит на дисплее 40, у нее уже все, мозг дальше ситуацию не контролирует, у нее все нацелено на то, что сбит. Я ей объясняю это. В большинстве случаев, конечно, это все имеет успех. Ну, то есть это зависит от самочувствия больного все-таки? Если плохо, надо сбить и 37,5. Если это, если конечно, нормально переносится, то это можно должно оставить. быть индивидуально. Но патриотичное избивание температуры это не должно являться самоцелью. Так, сейчас людям рекомендуют оставаться на карантине, даже более того, введен строгий режим самоизоляции, за нарушение полагаются штрафы. Да, и административное, и юридическое наказание, на мой взгляд, это очень правильно, потому что смотрите, к чему, насколько это успешная мера. Самоизоляция – это 100% вы можете предохранить возникновение у вас заболевания, предотвратить. И второе, вы можете этим вот самоизоляцией исключить себя как фактор передачи. Вы можете сами не болеть. Допустим, вы взяли эту ручку, сели на какой-то там маршрутное такси, поехали, взяли это. Другой придет, вот это социально, это 100% эффективные мероприятия. Прям 100%. Если все-таки человеку необходимо выйти, ну вот есть работники, которые сегодня не могут оставаться дома, в частности, например, даже врачи, да, полицейские и так далее, в частности, мы вынуждены приходить на работу, чтобы информировать население. Какими мерами предосторожности нам обязательно необходимо вот придерживаться, каких мер? Естественно, разные меры профилактики и защиты, да. Одно дело, это вот сообщество медицинских работников, понятно, там вот противочумные костюмы, с соблюдением всех мер предосторожности, иначе мы видим, к чему приводит вот беспечность и много летальных исходов и среди медицинских работников. Там не будем про это говорить. Да, обычная. Теперь в обычной жизни. Конечно, надо, во-первых, если невозможно уж 100% самоизоляция, наверное, живя это невозможно, есть необходимость и потребность даже не работающим по какой-то там и продукты покупать, и аптеку сходить и так далее. Значит, должен быть соблюден дистанционный интервал. Вот как мы с вами, конечно, мы сами так немножко перегнули, но на расстоянии, если будет общение находиться, ну, вообще уже наукой доказано, что в пределах 1 метра невозможна передача, а если уж будет дистанция 1,5-2 метра, это 100%. Вот будет у нас защита, почти 4 да? метра. Да, мы вообще, поэтому мы с вами не воспользовались масками, понимая, что это было бы неразумно. Дистанционный интервал. Второе, перчатки. Теперь смотрите, и к тем, кто говорят, конечно, перчатки это прям физическая защита, да? 6 минут, за 6 минут вы же не контролируете, вы случайно туда дотронетесь. Во-первых, это для вас. Во-вторых, вы же можете за эти 6 минут еще послужить фактором передачи инфекции. Все-таки ВОЗом ношение перчаток приветствуется и поддерживается. Так, теперь по поводу масочного режима. Конечно, если вот у нас, к сожалению, вот этот дистанционный интервал ни в аптеках, ни в магазинах на сегодняшний день не соблюдался, но я думаю, дальше это будет. Если вы стоите в очереди и вы одели маску, это будет какой-то защитный потенциал себе нести. Но ходить в масках на улице просто вот это абсолютно бессмысленное мероприятие.
Если говорить вот относительно масок, вот сейчас у вас маска, да, это одноразовая маска. Можно ли вопрос постирать ее или обработать ее дезинфектором и снова ее надеть? Нет, конечно. Во-первых, она сама тоже по себе, надо понимать, по названию она называется одноразовая. Естественно, она не предусмотрена для того, чтобы ее стирать и повторно носить и так далее. И вообще считается, чтобы она была эффективно работающей, ее надо каждые 2 часа менять. Кому еще обязательно, кроме сфер медицинского здравоохранения, больному, чтобы от него не распространялся вирус. Естественно, стопроцентной защиты у этой маски нет, ее невозможно герметично одеть, но это хотя бы предотвращает попадание капелек слизи. Хоть какой-то процент есть, да, защиты? Да. А так даже поры, которые здесь имеются, вирус имеет размер 100 нанометров, он вполне способен его преодолеть. Но тем не менее это... хоть какая-то мера, хотя бы психологическое успокоение. Да, в пределах разумного, не теряя при этом... Марлевые повязки советуют очень многие, те же врачи носят марлевые повязки, это 8 слоев марли, их можно и стирать, говорят. Их надо постирать, прокипятить, прогладить. Все-таки мы рекомендуем, наверное, дома людям самим делать такие маски из марли, если в этом есть тратить большие средства и покупать одноразовые, а сейчас они очень дорого стоят. Я не знаю, сколько они, к сожалению, стоят сейчас. Если это легче сделать, Кстати, это будет и самозанятость на время самоизоляции. Разумно подключить всех и заняться пошивом масок. Итак, следующий вопрос. Если люди поехали за продуктами, к примеру, они все эти пакеты несут домой. Наверное, необходимо их опять-таки тоже обработать, да? Что скажете? Овощи, фрукты, их тоже, наверное, стоит обработать? Их мы так и так, наверное, обрабатываем. Особенно термическая обработка, кипятком и так далее. Да, я думаю, это чрезмерно будет уже совсем, нельзя совсем разум терять. Я не представляю, как можно пакеты и все обрабатывать. Обычно как моем фрукты, овощи, все это моем. Но в первую очередь до того, как расфасовать всю эту провизию, надо обязательно помыть руки. Это частое мытье рук является обязательным. Конечно, надо мыть руки, соблюдая все правила. Не менее 20 секунд. Это масса роликов есть, это несложно. Кому интересно посмотреть. Их надо действительно мыть. Хлоргексидин и перекись водорода, спрос на них очень высокий в аптеках. Теперь уже и лимит наложен, в руки отпускается не больше 2 флаконов. Если нет хлоргексидина или же перекиси, чем можно еще обеззараживать руки, производить дезинфекцию? При условии, что если недоступна еще вода и мыло. Высокой эффективностью обладают спиртосодержащие любые растворы, начиная от 65 градусов и до 75. Больше как-то это уже патологическое воздействие, оказывается, сушит кожу. Теперь есть хороший рецепт, видела переведенный американский. Они рекомендуют, 240 миллилитров 96-градусного спирта, 60 миллилитров кипяченой воды комнатной температуры, 15 миллилитров перекиси водорода и 5 миллилитров глицерина. Это на весь... Тоже антисептик, да? Да. Рецептов сейчас очень много. Да, в интернете действительно можно найти очень много рецептов, как приготовить антисептик у себя дома и так далее. Но мы напоминаем, что мыло и вода все-таки намного эффективнее. Теперь во всех учреждениях, во всех и этих магазинах, и в аптеках, везде они предоставляются при входе-выходе, везде обрабатываются ручки. Если вы заметили, Зайнап Усмановна, когда заходили в телекомпанию, у нас везде на входах лежат специальные тряпки, обработанные хлорирующими средствами. Я обратила внимание, мне даже была предложена обработка и рук, и маска была предложена, что большое спасибо. Теперь по поводу этого. Конечно, есть специальные, коврики входные, они имеют актуальность 100%, это там, где есть больные, для медицинских учреждений. Но дома сейчас гоняться за тем, чтобы найти, отыскать и купить такой коврик дезинфицирующий, думаю, абсолютно не а можно ли обычно каким-то дезинфектором обработать домашний коврик, чтобы люди, приходящие извне, не заносили ничего домой? Мы, конечно, и переобуваемся, но тем не менее. Переобуваетесь, разулись, переобулись. А можно ли на одежде занести вирус? На одежде, на волосах вирус может сохраняться и несколько суток сохраняться. Теперь, если, конечно, вы целенаправленно будете эту одежду
сразу перед кем-то трусить, это может послужить. А так надо соблюдать обычную гигиену, чистоте, содержать одежду. Но все там пропускать через санпропускник, и каждого пропускать через санпропускник, это, наверное, чрезмерные меры. Большее значение во всем этом имеет самоизоляция и мытье рук. Видите, это бесплатно, доступно, осуществимо. Семьи у нас большие, и очень часто, вот сейчас вообще, да, сезон гриппов, ангин и так далее, ОРВИ, люди, которые болеют обычными простудными заболеваниями, они более подвержены к тому, чтобы подхватить коронавирус. Вот есть по поводу этого данные известные? Нет, таких научных, ну это же все только в процессе изучения, таких опубликованных научных данных нет. Теперь смотрите, вот люди, которые вы сказали, чаще болеют. Например, дети, да, вот группа от 2 до 5 лет чаще болеет обычными респираторно-вирусными инфекциями. Тут надо уточнить проблема же не в том, что у них какая-то проблема с иммунитета, проблема в их образе сосуществования с обществом. Их отдают детские сады, детские учреждения, где имеются контакты, а у них нет, против множества из этих возбудителей, они должны заиметь, переболев, переконтрактировав, они должны выработать собственный специфический иммунитет. Тут тоже большинство людей, смотрите, если вообще закономерности эпидемиологии такие, новая инфекция переболевает где-то 60-70% населения. Из них, значит, часть переболевает, в пределах 30 и более процентов переболевает так называемой манифестной клинической форме, когда будет там клинические проявления. Остальные-то переболевают бессимптомно, стерто и так далее. Но, тем не менее, это есть вот обучение иммунитета, это формирование специфического иммунитета против конкретного возбудителя. И последний вопрос в нашей программе. Очень много рецептов, как мы уже говорили, есть там в интернете, связанных с коронавирусной инфекцией, с мерами предосторожности. Есть такой рецепт, вот полстакана воды теплой, туда добавляется несколько капель, 3-4 капли перекиси водорода и принимать внутрь. Вот этот раствор, говорят, может убить все вирусы. Есть еще один рецепт, опять-таки полстакана теплой воды и туда пол чайной ложки соды, обычной пищевой соды, говорят, тоже убивают вирусы. Вот насколько это эффективно? Ну, конечно, чем-то же заняться надо в такие смутные времена. Однозначно, конечно, полстакана воды и чайная ложка соли. Вот вы, где же обитает вирус? Он же обитает в носоглотке. Вы выпиваете через ротоглотку, в желудке его как-то и нет. Да? Это же респираторный тракт поражается, раз. Бесспорно могу согласиться с тем, что частое питье, вот, пожалуйста, мы сказали, это не только вот механическое смывание в зоне доступности, это еще достаточная гидратация. Когда достаточная гидратация, мы сказали, уже секретируемая слизь будет в себе иметь мощные защитные факторы. То есть почаще пить, да, просто? Обязательно. Адекватный питьевой режим должен быть. Питье полстакана воды, вот мы обосновали научно. Должно быть в каждом рецепте научное обоснование, на мой взгляд, по крайней мере. Усмановна, наверное, вот сейчас стоит обратиться к нашему населению, да, все-таки, чтобы не нарушали режим самоизоляции. Я думаю, что с жесткой дисциплиной мы сможем справиться с этой инфекцией. Мы же обобщили уже опыт тех стран, которых постигла эта трагедия более масштабно. Предприняты всевозможные, допустимые, которые, по крайней мере, показались разумные мероприятия. Дальше это все подвергается коррекции и будет пополняться. Конечно, сейчас преступно будет не соблюдать режим самоизоляции. Самоизоляция, мы сказали, это 100% эффективный метод для того, чтобы самому не заболеть и не распространять заболевания в случае, если вы являетесь или, значит, болеющим в субклинической, стертой, легкой форме вашей, и обследовать не будут на этом, вы можете являться. Это раз. И второе, сами вообще не болея, не являясь выделителем вирусом, вы можете послужить фактором передачи. Тут поручень, там поручень, и вы вот механически передадите это. Самоизоляция – это не только защита себя, это должна быть и ответственность перед обществом. Мы не имеем права, ну ладно, мы можем рисковать своим здоровьем, хотя это тоже является неоправданным и недопустимым даже по нашей религии, но мы же несем ответственность за общество, поэтому надо постараться, чтобы не быть проблемой для общества.
Дина Паспановна, я вас благодарю за то, что пришли к нам, ответили на наши вопросы, за столь обстоятельный диалог, который у нас состоялся. Я думаю, он будет очень полезен для наших телезрителей. В свою очередь, очередной раз хочу призвать наше население не нарушать режим самоизоляции без особой острой необходимости. А к острой необходимости относится это экстренная медицинская помощь или же необходимость выйти на работу за продуктами или же в аптеку. В иных нарушениях предусмотрен внушительный штраф, это административное нарушение. Теперь уже вот на законодательном уровне. Берегите себя и свое здоровье, и до новых встреч в эфире Национального.